Так, ну, продолжим. Мы говорили в той части про статуи, памятники. Макаля язу. У нас в газете всегда, в татарской газете, допустим, макаля язу писать. Кстати, у нас заметку макаля, статья. Вот макаля, значит, статья, макаля, это с фарси к нам пришло. Дувар, вот я говорил, вот в турецком языке дувар, стена. Вот, это дувар, девор у них правильно. Дувар, макала, макала, у них этот макала, фарси-то, у нас макаля. Девор, значит, стена. Вот они, газета есть девори, стена и газета. Потом что у нас? Степень, дорожа у нас. У них тоже дорожа. Фарси дорожа. Оттуда, значит, заимствование надо полагать. Вот. У нас Башкала столица. Башкала. Баш это головной, значит, столица. Кала город. Так что, ну, у них нет. У них, я не знаю, как у них столица. У нас Башкала. Вот нету, короче. Вот Тараф. Тараф это сторона. Тараф. Вот я не знаю, сторонник Тарафдаш говорят или нет. Вот. А, да, Тарафдар. Тарафдар говорят, да. Они, кстати, говорят. Мамлякат. Это мамлякат и в узбекском есть. Вот. Совет мамлякаты в узбекском, а в таджикском советская страна мамлякати совети. Вот. Сахифа. Сайфа или сахифа. На турецком, кажется, сайфа, если не ошибаюсь, страница. У них сахифа. Вот. Так что... Ну, Душанбе. Мы узнали. Якшанбе первый, Душанбе этот, Шанбе. Вот у нас суббота Шанбе. Рузи Шанбе. Вот. Бахат, Бахат у нас Бахат. Бакат это по-казахски, бахат. Саадат. Саадат это счастье. На узбекском журнал выходит. И выходил, во всяком случае, в советское время. Может, сейчас выходит Саадат. Саадат это счастье. Женский журнал. Вот. И к нам Саадат приезжала девочка с Узбекистана, из Кишлака, с узбекского. Наши родственники привозили с Узбекистана их в гости. Как-то она у нас гостила. Сагдат звать. У нас бахат употребляется. Сагдат это не употребляется в татарском. Вот. Но наш журнал, он раньше назывался «Освобожденная женщина». Азат Хатан. Сейчас называется «Сюмбика». Это была ногайская царица, у нас казанская царица. Пайнир, у нас вот где-то в Турции пайнир говорят. С фарси это слово панир. Панир у них, значит, означает панир. Это у них сыр означает. Вот. Тан это тан это заря. Тангата разгорается, типа заря. А тен, у нас тен, это значит тело. Вот. У нас, допустим, апа, там и прочее, у них амма. Ну, это вот ради интереса. Тетка у них по отцу амма, по матери хола. Ну, дафтар, это известно у нас. Дафтар. Дафтар, значит, и вот типтяр, говорят, якобы это их записывали, поэтому типтяр, вот субэтнос татарского народа типтяры, дескать, их записывали, ну, на самом деле это исторически доказано, в дафтаре, поэтому типтяр их называли обычно. Вот. Ну, интересна особенность этого прошлого. Вот Мухтарам, Азиз. Вот эти, я уже говорил, Азиз Достум, Азиз Достлар, азербайджанцы обращаются. Тоже, наверное, уважаемый, кстати, означает. Вот.
Я знаю, Рафикон это товарищи, Рафик это, ой, друзья, да-да, друзья. Рафикон, друг, это Рафик, друг. И я обычно обращался Рафикон там в одном из интервью на телевидении Исфары. Рафикон обратился к ним. Значит, Мухтарам, Рафики Мухтарам, уважаемый товарищ. Ну, Рафик, я думал, друг, с арабского он Рафик, друг переводится. А тут вот у них, значит, товарищ, видно, все-таки. Уважать это ихтирам, и то у нас. Ихтирам, уважение ихтирам. И вот у них тоже ихтиром, это уважение. Если вы будете тоже говорить чисто по-татарски, они вас поймут. Ихтирам, ихтирам. О, коше. Это в казахском языке коше. Коше говорят, коше, кажется, в казахском, если не ошибаюсь. Кошемызга кайтамыз. Улица Коше. У нас Урам. И вот это с фарси пришло. Дарис, урок, естественно. Дарис. Китоби Дарис. Дарис это уроки, значит, учебник. Учебник Китоби Дарис. Шакырт у нас, шакырт. Шакырт это учащийся медресе. Ну вот, когда нам в детстве сделали, вопреки нашему желанию, обрезание, бабушки бежали, денежки нам несли. И шакырт, говорит, стал, шакырт стал. Ну, шакырт тоже означало, значит, вот ты, типа, как это, прошел обрезание крайней плоти, шакырт стал. Вот талиб. Талиб это значит учащийся. Талиба это учащаяся. Талибан это вот студенты, что ли, талибан, талиба. Это вам знакомое слово, кстати. Вот. Муалим, я уже говорил. Муалима это учительница. Вот. Поэтому нан. У нас казахи говорят нан. Татары икмек, ипи, кумаш это значит белый хлеб, ипи обычно корайпи, ипи, вот, икмек, ипи, кумаш. Ну, хлопок, пахта, уж знаете, наверное, пахтакор, команда такая была, в Узбекистане играла, пахтакор. Пахта это хлопок. И в Узбекистане этот сахар, вот, сахар прибыл к нам оттуда, кажется. Вы, наверное, подумаете, что, вот и за рубежом, возможно, это было, но в Узбекистане где-то 60-е годы, 70-е годы уже это сладкая вата вот это употреблялась. Пахта называли они это, пахта. И вот сейчас вот везде это продается, у нас попозже появилось. Вот я только не знаю, если из-за границы сладкая вата прибыла, то почему не в Москве, допустим, замечена была в первую очередь, а в Узбекистане пахта назвали там. А может быть в Москве был, но я вот, например, не помню. Ну что еще, допустим, худжалык у них худжаги. Ну, нагас я уже говорил, да, нагас это хорошо. Нагас тоже, хуб тоже. Ланг, хромой. Тамерлан. Тамерлан он темир, ланг, железный, хромой. Тимир, железный, ланг. Это хромой. Так что с фарси ланг это значит хромой. Лангидан это хромать переводится. Хотя горча, у нас есть слово татарское горча, горчи, в фарси горчи, вот. Ну, рассамче у нас, рассам это рисунок, а рассам художник, у них тоже рассом. Так, время тут сколько я употребил? 9, есть еще время, да.
Рянкле. Рянк. Кстати, турецкие братья употребляют слово рянк. Цвет. Рянк. Вот это с фарси пришло. Ранг на фарси звучит. Цветной рангин, ранга, а в турецком рянкле, значит цветной. У нас бютын. Бютын значит целый. Там анекдот же ходит. Купи, дорогой, купи капусту целую. Он ей отвечает, да, или он ей пишет, дорогая, купи капусту целую. Она тоже пишет, и я тебя целую. Я пишу целую. А она, да, я поняла, я тебя тоже целую. Он дура пишет, целую я пишу. Вот это вот целый, значит, бутын. Бутын. Вот. У нас вот бутын дунья, пролетарийлар бірләшігіз. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. У нас вот как раз весь означает еще, кроме этого. Вот час, саат. У нас сагат это биш сагат, ун сагат. Час означает. Тись-тись, часто. У нас быстро тись-тись. А у них тись-тись часто означает. Одами хуб, одами бат. Хороший человек, плохой человек. Человек Адам. Адам у нас Адам по имени нашего праотца. Адам, алейхиссалям. Это Адам оттуда пошло, кстати. Вот, четверг Панчамба. Есть четверг Панчамба базар. Я посетил его в славном городе Худжанди, когда он еще Ленинабад назывался. И я 2 недели жил, посетил вот замечательное Кайракумское море. Сейчас Бахар-Тоджики. А туда нет. И меня автобус, это в смысле я по ошибке не на ту газель сел. Судьбой было суждено мне побывать там. Я буквально перед вылетом в этот день, на 14-й день там пребывания, последний день пребывания в Худжанде, в Ленинабаде бывшем, как раз посетил базар, где когда-то был. Так что вот, Пянчамба базар его называют обычно. Ну, чирик чай говорили, чирик чай, чирик, значит, четверть. У нас, как же называет это, четвертушка, что ли, чирик, четвертушка тоже, да? Это вот, не могу вспомнить, вот от фунта, забыл, какой-то, раньше фунт же, знаете, да? Вот это четверть фунта, оттуда, кстати, пошло какое-то слово. Таза. У нас шистартырга татары говорят, а в наших краях, на границе Казахстана, таза, тазаларга. А здесь Татарстан таза, это значит здоровый. Ну, у нас тоже здоровый говорят. Вот. А саф это еще чистота означает. И вот чистить, значит, таза, кардан. Так что. Щуин у нас говорят обычно, щуин про чугун. А тут все-таки этот... чугун. Вот он, школа, мактаб. Мы об этом говорили. Вот. Карим. Карим, вот у кого Каримов, Карим звать, Абдул Карим и прочее. Карим, он с фарси. Я думал, с арабского. Ну, возможно, и с арабского перешло в фарси. Карим. Все-таки с исламом много слов перешло-то. Карим, значит, щедрый. Вот. Спрашивайте, ту одами Карим? Имтихан. У нас имтихан, а у них имтихан. Имтихан берега. Экзамен обычно говорят. Имтихан. Забони, таджики мы говорили. И экономика, ихтисад у нас обычно, ихтисади, экономический. Вот. Экономика, ихтисад. По фарси ихтисад у нас ихтисад.
Китаб у нас книга, естественно. У них китоб. У нас... что там это? Книга жалоб, забыл уже. Шихаят, что ли? Шихаят, критика, кажется. Танкид, критика. Шикаят, наверное, это книга жалоб, что ли, Шикаят китаба. Вот у нас шукур это яма означает. На фарси как раз это звучит. Яма шукура, чукури. Вот яма у них. У нас шукур. Равшан. Вот спросите, Равшан имя откуда? Вот Равшан у нас там, знаете, в кино. Равшан, значит, яркий. Ну, он яркий, конечно. Известное имя, это яркий свет. Тот яркий Равшан. Вот Яхонт, допустим, Якут. Якут у нас у татар называют Якут вроде. Имя, вы думаете, вот Якут у нас родственники какие-то были, да? Это типа национальный, что ли, Якут? Нет, это Яхонт, значит, у нас в тюркских языках употребляется Якут. Якут, значит, Яхонт, это драгоценность. Алмаз, алтын. Вот, джаухар, драгоценный камень, джаухар. Еще песня в этом в турецкий марш есть Измир марше. Адын язылачак, муджаухар таша. Твое имя будет записано на драгоценном камне. Муджаухар таша, джаухария. Ну, у нас дама была заведующая швейным производством. Цех у нее был. И я долго не мог понять, что имя означает. У нас «ж» в русском языке нету, нету, «х» нету, «х» такой, как в немецком. И было написано «Джавгарья». А я потом только понял, это означает замечательно красивое имя «Джавгарья», драгоценный камень. Ну, дай бог, вот, чтобы по жизни всем драгоценные люди как драгоценные камни попадались, чтобы при общении, это как услада для сердца, для души, чтобы как драгоценный камень были ваши беседы, ибо в наше непростое время общение одной из дневных радостей, которые мы себе можем позволить, доброе общение. Джаугар, вот, очень хорошо. Якут, мы поняли, да, имена откуда. Как-нибудь отдельно, если вот вы в комментарии напишите, я отдельно попробую вам рассказать, что означают имена. Хотя, кто хочет, тот найдет, конечно, но все равно интересно. Вот я про дом братьев Агафуровых в Екатеринбурге поставил видео на татарском, так мне написали, вы бы покороче, дескать, на татарском, с удовольствием слушали. Хотя вроде уже сказано, пересказано, а нет, люди интересуются. Так что, ну, я намерен дальше, я вот не напечатал, кстати, там, наверное, это отвлекся или тему переменил. Хотел что сказать. Я книгу сделал, это монографию заимствования с фарси в татарском языке. Обратился на базаре к ним, помогите деньгами, я выпущу эту книгу. Никто не откликнулся. Хотя вот книгу Тотуристониман, конечно, там о них было написано, они откликнулись. А книгу вот это заимствование из фарси нет. Она у меня в компьютере на жестком диске. И этот жесткий диск я храню отдельно. Как-нибудь, может, напечатаю. Интересно будет. Мне заказали эту монографию, заплатили в свое время. Потом у меня подозрение возникло, что кто-то использовал меня. Ну ничего, ладно, кто-то, может, кандидатскую защитил на эту тему. Я где-то недели 2 работал, писал это все. Ну и ладно, что ж теперь. Во всяком случае, мне это сильно помогло в изучении. Кстати, эту тему можем продолжить. И заимствование из арабского, из фарси я могу продолжить. Кому интересно, особенно, я думаю, интересно тем, кто проживает из Таджикистана, в наших городах, и не только в Татарстане, но и в Башкортостане, в Казахстане, и в ряде других, допустим, государств, регионов. И я думаю, что это не лишнее будет знать эти слова наши общие, для того, чтобы находить, простите за тавтологию, общий язык
с людьми. Ну, это ключ ко многим радостям и к успеху, как известно, когда находишь общий язык с человеком. Ну все, всего вам доброго. Спасибо за внимание.